الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Хвала Аллаху Всевышнему Субханаху ва Тааля, который наставил нас на истинный путь, одарил нас своими несметными благами, верой и возможностью поклоняться Ему, и дает нам очередную возможность собраться в мечети для поминания Всевышнего Аллаха, получения знания, тем самым стремясь заполучить Его довольство и Его вознаграждение. Просим Аллаха Всевышнего Субханаху ва Тааля, чтобы Он сделал наши уроки полезными для каждого и облегчил нам применение этих знаний в нашей повседневной жизни. Продолжаем с вами интереснейшую историю благороднейшего из пророков Аллаха Юсуфа, алейхиссалям. И последнее, на чем мы остановились, это то, как Юсуф, алейхиссалям, отказал царю на предложение выйти из темницы. Да, когда Юсуф, алейхиссалям, растолковал сон царя, царь сказал: «Отправьте за ним, приведите его ко мне». И гонец, пришедший в темницу, довел волю царя, однако Юсуф отказался и сказал: он не выйдет из темницы, пока не будет доказана его невиновность в вопросе женщин, которые изрезали себе руки, да, и в вопросе того, в котором его обвинили. Это попытка соблазнить этих женщин и попытка соблазнить жену визиря. И гонец вернулся к царю с сообщением Юсуфа и его отказом. И что же сделал царь? Что сделал царь? Да, представьте, царь Египта отправляет в темницу гонца, да, с повелением рабу. Юсуф, он был рабом, чужеземцу, которого привезли из другой земли. У него здесь нет ни родственников, нет никакого знатного происхождения в этой местности. Его привезли, он был привезен рабом, жил рабом, его заточили в темницу, он заключенный. Нет никого, кто бы за него заступился. И вот, когда к нему приходит с таким предложением от царя, он отказывается и ставит свои условия царю. И смотрите, что сделал царь, да? Царь не гневается на него. Царь не приказывает его наказать или не говорит: ладно, пусть остается в темнице. Нет, царь лично берется за расследование этого дела. О чем это свидетельствует? О том, что Юсуф, алейхиссалям, своим знанием, своей мудростью и своими поступками он очень сильно впечатлил царя. Он очень сильно впечатлил царя, и при этом он даже не пытался как-то угодить этому царю. Он шел, поступки совершал так, как велит ему Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, в первую очередь искал довольство Всевышнего Аллаха. И в итоге это привело к тому, что сам царь Египта восхитился этим рабом, который сидит в темнице, и вместо того, чтобы разгневаться, он сам взял под личный контроль расследование вот этого дела, за которое его обвинили. Таким образом, Юсуф, алейхиссалям, завоевал любовь царя, даже при этом не увидев его еще ни разу, не встретившись с ним, лишь своим знанием и своей мудростью. И тут это, несомненно, вот этот поступок, вот это событие, связанное с Юсуфом, указывает на величие знания. На величие знания. И ведь именно из-за знания Юсуфа, алейхиссалям, его полюбил царь.
и именно из-за его знаний его вызволят из этой темницы, из этого заточения. Это еще одно свидетельство на то, что знание, это наивысшее благо. И как имам Ахмад сказал, «Аль-ильму ля я'адилюху шей'ун ида салюхат ин-нийя». Знание, ничто с ним не сравнится. Ничто не станет на один уровень со знанием, если намерение получающего знания было праведным и искренним. И Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит же, «Куль халь ястави алладина я'алямуна валладина ля я'алямуна». Скажи, разве равны между собой знающие и не знающие? И вот этот случай с Юсуфом, алейхиссалям, еще раз является явным свидетельством и доказательством на то, какое положение и величие занимает знание человека. И далее царь, берется за расследование данного дела и лично к себе приглашает этих женщин, которые изрезали себе руки. И как мы уже упоминали из слов толкователей Корана, их было 40. В том числе и жену визиря тоже пригласили, хотя она и не была из числа изрезавших руки, но она была той, которая их позвала к себе в гости и тоже в этом участвовала. И, позвав к себе, царь обратился к ним. Он сразу начал строго и резко. Он говорит, что вы скажете о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа? Что вы скажете о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа? То есть тут прямое нападение на этих женщин, даже обвинение в их адрес строгое, да, с некой угрозой. И тем самым вот этими словами царь дал понять серьезность своих намерений, и женщинам не оставил возможности как-то ухитрить, уклониться от ответа. Они, услышав от царя такие обвинения в свой адрес, им осталось лишь оправдываться. И что они сказали? Они сказали, упаси Аллах, мы не знаем о Юсуфе ничего плохого. Упаси Аллах, мы не знаем о Юсуфе ничего плохого. То есть этими словами они в первую очередь отвергли свою причастность к этому делу, что они сами не пытались соблазнить Юсуфа, и в то же время очистили имя Юсуфа, алейхиссалям, сказав, мы не знаем о нем ничего плохого, то есть он не совершал с нами ничего дурного, греховного и не пытался нас соблазнить. И заметьте, их ответ тоже интересен тем, что они лишь ответили на заданный вопрос и никак ничего лишнего не добавили. И тут толкователи Корана говорят, возможно, они сказали это, боясь в дальнейшем наказания жены визиря, ведь она присутствовала среди них. Если бы они лишнего чего-то сказали и указали бы, это не мы, это она, то в дальнейшем, возможно, да, она бы как-то отомстила им за их козни, за их слова. Или же, говорится, они сказали это наоборот, из-за любви к ней, не желая навлечь на нее гнев царя и как-то опорочить ее или привести к наказанию. Таким образом, они лишь ответили. Что скажете, вы пытались соблазнить Юсуфа? Они сказали, мы не знаем о Юсуфе ничего плохого, и больше ничего не добавили. Но этого было достаточно, чтобы жена визиря сама заговорила. После слов женщин она говорит, и сказала жена знатного человека, визиря, вот теперь истина прояснилась. Она сама вышла и сказала, призналась, теперь истина прояснилась. То есть женщины очистили имя Юсуфа и сказали, он не виновен. Единогласно 40 женщин, да, сказали, что Юсуф не виноват, и мы не знаем никакого дурного поступка за ним. И, следовательно, после этого стало ясным, что на Юсуфа лишь возвели ложь, обвинили его и несправедливо заточили в темницу. И тогда жена визиря уже была вынуждена, да, открыться и признать свою ошибку, и сказала, это я пыталась его соблазнить,
он же является одним из праведников и говорящих правду. Далее следует аят 52 и 53 из суры Юсуф. Стоит сказать, что относительно вот этих аятов, сейчас мы их зачитаем, ученые разошлись во мнениях, кому принадлежат эти слова. Жене визиря или же самому Юсуфу, алейхиссалям. Что же это за аяты? ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. И это потому, чтобы он знал, что я не обманул его в его отсутствии и что Аллах не помогает козням изменников. Я не очищаю свою душу, не оправдываюсь, ведь воистину душа повелевает зло, кроме тех, над кем смилостивился Аллах, и мой Господь, прощающий, милостивый. Теперь вот эти два аята постараемся разобрать именно с двух точек зрения со стороны толкования, кому принадлежат эти слова. Если сказать, что это слова были произнесены женой Юсуфа, женой визиря, то тогда толкование будет следующее. Она говорит: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ». Это, то есть мое признание в том, что я пыталась соблазнить Юсуфа, я сделала для того, чтобы он узнал о том, что я не изменила ему в его отсутствии. Смысл какой? Я признаюсь в том, что пыталась соблазнить Юсуфа, чтобы мой муж наконец узнал, что я никакого греха не совершала и не изменила ему в его отсутствии, не предала его. Другой интересный смысл, который ученые говорят, другой смысл из ее слов, это я признаюсь в своем грехе, в своей ошибке, для того, чтобы Юсуф знал, что я не предала его. Первый смысл, чтобы мой муж узнал, что я не предала его. Другие ученые говорят, имеется в виду, чтобы Юсуф узнал, что я не предала его. В случае с мужем понятно, да? Я признаюсь, чтобы муж узнал, наконец, что я ему не изменила. А что имеется в виду под словом, чтобы Юсуф узнал, что я не предала его? То есть, чтобы Юсуф знал, что в отсутствии его здесь я не буду в очередной раз возводить на него ложь, обвинять его, пользуясь случаем, что он не присутствует при нашем разговоре с царем. И таким образом я не проявлю очередное предательство и козни в отношении Юсуфа, говорит. Юсуфа не было про это разговора, он в темнице. Царь, женщина и жена визиря. И она говорит: я признаюсь и не буду возводить ложь на Юсуфа, и пусть он знает, что я таким образом его не предам. И далее говорит: وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, и то, что Аллах не помогает козням изменников. Заметьте здесь, что женщины, 40 женщин, да, говорили: упаси нас Аллах. И также здесь жена визиря говорит, что Аллах не помогает козням изменников. Да, и здесь ученые объясняют тем, что этот народ Юсуфа, алейхиссалям, хотя они и были многобожниками, но в то же время они верили в Аллаха. Так же, как народ пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они были язычниками, идолопоклонниками, многобожниками, но в то же время они верили в существование Аллаха, субхану ва тааля, Господа этого мира. И здесь тоже, как и мы упомянули еще на прошлом уроке, этот народ, в котором был Юсуф, алейхиссалям, в Египте, это были не копты, не коренные жители Египта, а были какой народ? Да, приезжий, который захватил часть Египта из числа арамейской группы, то есть арабы еврейских народов. И вот в их веровании, значит, была вера в единого Господа, но при этом они называли Аллахом, но при этом у них, возможно, было, как у многобожников в Мекке, скажем так, посредничество через других божеств, к которым они обращались, чтобы они приблизили их к Аллаху.
И далее говорит жена: «Вама убарри у нафси», и я не оправдываю себя, то есть я не оправдываю и не отрицаю свою вину. Все, я ее полностью признаю. «Инна нафса ла аммаратум биссу илля ма рахима рабби». Воистину душа человека побуждает человека к греховному и козлу, кроме тех, над кем смилостивился Аллах, и воистину мой Господь прощающий, милостивый. Значит, если взять мнение о том, что это слова жены визиря, смысл тот, который мы с вами упоминали. Она призналась для того, чтобы муж наконец узнал, что она не изменила, и чтобы Юсуф понял, что она не собирается его в очередной раз оболгать и возвести на него навет. А если же взять смысл, то что это слова Юсуфа, алейхиссалям. И он говорит: «Залика лия'ляма анни лам ахунху биль гайб». Это событие, мой отказ выйти из темницы, в дальнейшем который привел к признанию женщин, было для того, чтобы мой хозяин, визирь, наконец узнал, что я не предавал его в его отсутствии и не изменял, и не соблазнял его жену. «Вама убарри у нафси», и я не оправдываю себя, то есть я не говорю, что я такой безгрешный, чистый, не восхваляю себя этими. А наоборот говорю то, что меня уберег Всевышний Аллах от этого греха. Вот такие два толкования выдают наши ученые касательно этого аята. Далее, в этом аяте упоминается правило, установленное Всевышним Аллахом в этом мире. Что это за правило? وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. И то, что Аллах не... وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. И то, что Аллах не помогает козням изменников. Вот эти слова, это является установленным правилом Аллаха в этом мире. Аллах не наставляет, не помогает козням изменников. Схожий с этим есть другой аят, где Всевышний Аллах говорит: «Вакад хаба ман ифтара», тот, кто возвел ложь, то есть какими-то лживыми путями, кознями, хитростями пытается достичь выгоду, кад хаба, он потерпит убыток. То есть их козни, их вот этот обман, ложь, она все равно в какое-то время Всевышний Аллах выведет на истину, и их козни обернутся во вред им самим. Это правило, которое Всевышний Аллах установил. Человек, который ложью, лживыми обвинениями, хитростями, кознями пытается добиться какой-то выгоды, блага, в конечном итоге все равно окажется среди тех, кто потерпел убыток. Невозможно достичь блага, достичь счастья такими путями. В этом мире он не будет счастлив, и, естественно, в следующем мире он будет наказан за совершенные им проступки. И также в этом аяте говорится: «Инна нафса ла аммаратум биссу». Воистину душа человека повелевает зло. Вот этот аят упоминает одну из разновидностей души. Одну из разновидностей души человека, нафс. Ученые из Корана выделили то, что упоминаются 3 разновидности души. Не 3 разные души, как не надо понимать, это ошибочное понимание, что 3 разные души. У кому-то может быть дана душа, которая повелевает козлу, а кому-то может быть дана душа, которая повелевает к добру. Нет. Разновидности души, то есть ее состояние. И 3 состояния души упоминаются в Коране. И вот это первое состояние. «Инна нафса ла аммаратум биссу». Воистину душа повелевает зло. Она стремится к греховному, стремится к порокам, к страстям, удовлетворению своей похоти, своей прихоти. Это состояние души. И плюс к этой душе еще добавляется васваса шайтана, которую тоже человек побуждает к греховному. И человек должен бороться, получается, с 2 врагами. Это он сам, его нефс, который постоянно его толкает к греху, и шайтан, который делает васваса. Если вы помните, в самом начале суры мы как раз об этом упомянули.
Когда Юсуф, алейхиссалям, рассказал свой сон отцу, что я вижу 11 звезд, солнце и луну, преклоняющимися передо мной. Якуб, алейхиссалям, сказал ему: не рассказывай свой сон братьям. И ведь шайтан является явным врагом для людей. И вот здесь как раз таки два момента. Якуб, алейхиссалям, учил. Он учел то, что нефс, души его братьев, им не понравится сон Юсуфа, в их сердцах будет зависть, и они не смогут с этой завистью справиться. Плюс к этому еще шайтан им будет делать наущевание. И поэтому велел Юсуфу не рассказывать этот сон. То есть человек всегда сражается с двумя врагами. Это его нефс, душа, которая повелевает зло постоянно. И это шайтан. И если человек не будет бороться с ними, то они его одолеют. Однако, если он будет очищаться, стараться очистить свой нефс, свою душу, то он преуспеет. Как Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аш-Шамс говорит: «Кад афляха ман заккаха, ва кад хаба ман дассаха». Преуспеет тот, который очистил ее, душу свою, нефс, от пороков, от греха. «Ва кад хаба ман дассаха». И потерпит убыток тот, который оставил ее на произвол, не работал над своей душой. Таким образом, начальное состояние души каждого человека – это стремление к греху и повеление к греху. И эта душа совершает грехи, при этом не испытывает никакого стыда и сожаления. И лишь тот, над кем смилостивил Всевышний Аллах и озарил его сердце верой, иманом и богобоязненностью, и он встал на путь исправления, работы над собой, поклонения Всевышнему Аллаху, его душа начинает преображаться и изменяться в лучшую сторону. И следующая степень, которую душа достигает, это ан-нафсуль лаввама. Как в суре Аль-Кияма Всевышний Аллах говорит: «Ла уқасиму бияумил кияма, ва ла уқасиму бин нафсиль лаввама». Нет, и нет, я клянусь днем стояния, судным днем, и клянусь душой порицающей, упрекающей. Это состояние, порицающая душа, это когда человек стремится к благому, однако ввиду слабости своего нефса он совершает какие-то грехи, проступки. И когда он их совершает, душа его за это порицает. Он сожалеет об этом. Он кается о том, что он совершил этот грех. То есть это уже лучшее состояние. Ведь предыдущее состояние душа сама человека побуждает к греховному, и при этом при совершении этого не испытывает ни стыда, ни какого-то сожаления. А здесь уже душа, да, из-за того, что человек трудился, поклоняется Всевышнему Аллаху, уверовал в Аллаха, работает над своим нефсом, за проступки, за грехи душа начинает его уже порицать. И человек начинает сожалеть. И третий вид души, состояние души, которое в Коране называется ан-нафсуль мутмаинна, душа умиротворенная. В суре Аль-Фаджр Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я айятухан нафсуль мутмаинна», о душа умиротворенная, обретшая покой. Что значит умиротворенная? Это душа, которая вне зависимости от того, как складывается жизнь, она спокойна. Если его постигло благо, радость, то он спокоен и благодарен Всевышнему Аллаху за это благо. Однако, если человека постигло горе, трудность, испытание, он не поддается панике, страху, злости, недовольству, он спокоен и терпелив в отношении предопределения Всевышнего Аллаха. То есть это состояние человека, когда его ничем нельзя смутить, сбить с колеи. Он всегда спокоен, умиротворенный и постоянно полагается на Всевышнего Аллаха во всех своих жизненных ситуациях. Радость, он излишне не предается этим страстям, этой радости, это богатство, мирские блага не сбивает его с этого состояния спокойствия. И также трудность, испытание, оно его не отвращает от поклонения и покорности Всевышнему Аллаху. И далее, что же говорит Аллах об этой умиротворенной душе? «Я айятухан нафсуль мутмаинна», о умиротворенная душа. «Ирджи'i иля раббики радиятам мардия», вернись же к своему Господу
обретший спокойствие, довольный и заслуживший довольство Аллаха. «Вадахули фи ибади» и войди в число моих праведных рабов. «Вадахули джаннати» и войди же в мой рай, говорит Всевышний Аллах касательно умиротворенной души. Таким образом, работа над своим нафсом, над своей душой – это обязательство каждого мусульманина. И свою нафс, свою душу, если ее не воспитывать, она не изменится. А воспитание – это трудный путь, это получение знания, это поклонение, оставление запретного и работа над искоренением в своем сердце таких качеств, как высокомерие, гордыня, зависть, самообольщение и другие. Далее, после всех этих событий, когда невиновность Юсуфа была доказана, царь говорит: «Вакаля аль-малику туни бихи астахлисху ли нафси». И сказал царь: «Приведите его ко мне, и я сделаю его своим приближенным человеком». فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالْ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. И, поговорив с Юсуфом, царь сказал ему: «Сегодня ты обрел при нас великое положение». То есть мы тебе даруем, Юсуф, великое положение при нас, при дворе. И амин, ты человек, который заслужил наше доверие, и поэтому мы тебе поручим определенное обязательство в управлении государственными делами. Мы тебе даем великое положение в нашем дворе и даем тебе, и доверяем тебе определенную задачу. И тогда Юсуф, алейхиссалям, поняв то, что царь хочет на него возложить какие-то обязательства по управлению страной, он сам сказал: «Каля джа'альни аля хазаини аль-арды инни хафизун алим». Юсуф, алейхиссалям, обратившись, говорит: «Назначь меня управлять хранилищами земли». То есть хранилищами, где хранятся богатства, урожаи, пища и другие богатства, собранные с земель Египта. Назначь меня управляющим этим. Ведь воистину я знающий и хафиз, хранитель, я храню это. Я знающий, то есть я знаю, как этим правильно распоряжаться, этим имуществом, собранным, накопленным. Об этом у меня есть знание. И это знание он подтвердил, когда растолковал сон, верно? Да, он рассказал людям, как распоряжаться, чтобы 7 голодных лет прожить. И я хафиз, мне можно доверять, я сберегу, я сохраню это имущество. Таким образом, Юсуф, алейхиссалям, здесь вызвался на пост, скажем, министра сельского хозяйства и финансов, можем сказать. То есть он просил должность того, кто распоряжается богатствами, хранимыми в хранилищах Египта. И это ни в коем случае не является корыстным, это не исходило из каких-то корыстных целей, преследуемых властью или богатством Юсуфа, алейхиссалям. Нет. Он понимал, что Всевышний Аллах одарил его знанием в этих вопросах. И он лучше всех разбирается в этом, следовательно, он может наилучшую пользу принести народу, именно заняв эту должность. И поэтому он вызвался именно на эту работу. И поэтому из этого ученые говорят также, что человеку разрешается вызываться на какую-то должность, на какую-то работу, да, добровольно, если он понимает, что он компетентен в этом, и его работа на этой должности принесет наибольшую пользу, чем если ее займет кто-то другой. И при этом еще можно упомянуть свои лучшие качества касательно занимаемой должности. И далее Всевышний Аллах говорит: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Так мы наделили Юсуфа властью на земле. مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. На земле Египта мы его наделили властью. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. И на этой земле он был волен
перемещаться и заниматься тем, чем он пожелает, потому что он занял великую должность при царе. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. И мы наделяем своей милостью кого пожелаем, и ни в коем случае не позволим пропасть награде праведников, творящих добро. Вот этим самым Всевышний Аллах нам еще одно правило напоминает. Человек, который ведет праведный образ жизни, поклоняется Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля и стремится к благому, Аллах, после каких-либо трудностей не было, Он все равно одарит своего раба благами. В этом мире и далее говорит: «Валя аджрул ахирати хайрул лилладзина аману ва кану яттакун». А блага и награда следующего мира, ахирата, она лучше для богобоязненных. В этом мире для богобоязненных уготованы блага. Однако эти блага, они ни в какое сравнение не идут с тем, что уготовано богобоязненным рабам в следующей жизни. Да, и в таком же смысле хотелось бы закончить аятами из суры Аль-Имран, где Всевышний Аллах говорит: «Зуйина линнаси хуббу шахавати минан нисаи валь банина валь канатири аль мукантарати минал захаби валь фиддати валь хайли аль мусаввамати валь ан'ами валь харф». Приукрашена людям любовь к удовольствиям, которые они получают минан ниса от женщин, валь банина и детей, валь-канатир аль-мукантара мин аль-захаби валь-фидда, и огромного количества накопленных богатств из золота и серебра, валь-хайли аль-мусаввама, и приукрашенных лошадей и транспорта, валь-ан'ам, и скота, животных, валь-харф, и посевов. Все это людям приукрашено. Это мирские блага, мирские богатства. «Залика мата'у аль-хаяти ад-дунья». Это есть мирские блага и то, что человек потребляет в этом мире. «Валлаху индаху хуснуль мааб». Однако у Аллаха есть лучшее место возвращения. «Куль аунаббиукум бихайрин мин заликум». Скажи, не сообщить ли мне вам о том, что лучше всего этого? Всего того, что Аллах Субханаху ва Тааля перечислил из благ и из удовольствий, связанных с женщинами, богатством, транспортом, жилищами и так далее. Сказать ли мне, что лучше всего этого, говорит? «Лилладзина аттакау инда раббихим джаннатун таджри мин тахтиха аль-анхару халидина фиха». Для тех, которые были богобоязненны, у их Господа уготованы райские сады, под ногами у которых будут течь, под ногами у обитателей будут течь реки, и где они будут вечно. «Вазваджу мутахара», и пречистые жены, «Варидванум мин Аллах», и милость и довольство Всевышнего Аллаха. «Аллаху басирум биль айбад», и Аллах видит своих рабов, кто какие поступки совершает. На этом, инша Аллах, завершим. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.